فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, вот и наступил 1445 год по мусульманскому календарю, берущий свое начало от переселения посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, из Мекки в Медину. Как мы знаем, пророк вместе с одним сподвижником, Абу Бакром ас-Сиддиком, да будет доволен им Аллах, совершили переселение из Мекки и добрались до Медины. Но вернулись они в Мекку с последователями, число которых превышало 10 тысяч людей. Так господин всех творений, да благословит его Аллах и приветствует, ушел из Мекки с одним только последователем, но вернулся с 10 тысячами, что указывает, что благородные намерения и правильный путь ведут к успеху и победе от Всевышнего Аллаха. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в Медину, то обнаружил, что иудеи этой местности держат пост в 10-й день Мухаррама, первого месяца по мусульманскому календарю. Когда их спросили о причине поста, они ответили, что это день, в котором Всевышний одарил их великим благом. В этот день Господь миров избавил пророка Мусу, мир ему, и Бану Исраиля от гнета фараона и его народа. Так они постятся в этот день в знак благодарности Творцу за оказанную милость. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал, что мусульмане более близки к Мусе и более достойны поститься в этот день, и повелел своим сподвижникам держать пост в 10-й день Мухаррама. Также он сообщил, что если Всевышний позволит ему дожить до следующих годов, то он непременно будет поститься и в 9-й день Мухаррама. Как пишут ученые, причина второго поста заключалась в том, чтобы противоречить иудеям в этом поклонении, и поэтому желательно поститься также и в 9-й и в 11-й дни этого месяца. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, говорил, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, проявлял особое усердие в соблюдении поста в день Ашура, так, что казалось, он не проявлял такого усердия ни в один другой день. Пост в день Ашура служит искуплением грехов за прошедший год. Некоторые ученые нашего Масхаба также отметили желательность соблюдения поста в 9, 10 и 11 дни. Но если человек ограничится на первых двух, то это также будет соответствовать сунне. Пусть Всевышний Аллах одарит благодатью в этот Новый год нас и всех мусульман.